Сюда проходите, ребята. Проходите. Перед гостями встаем. Много гостей. Сегодня мы встречаем столько много гостей. У нас не каждый день столько много гостей. Давайте поздороваемся. Здравствуйте! Да, повернулись все ко мне. Повернулись все ко мне. Встали посвободнее немножко, так подальше. Все приготовились? Вот сюда немножко пройдите, вот сюда пройдите. Я, Рома, все. Нет, всем не надо. Все стойте, мы только чуть-чуть подвинулись и все, раздвинулись. Все, красиво встаньте. Ребята, послушайте загадку. Солнцу теплому не верьте, впереди метели, в золотистой круговерти листья полетели. Это я пришла с дождями, листопадом и ветрами. О каком времени года говорится в загадке? Осень. Конечно же, это осень. Ребята, а какие осенние признаки вы знаете? Листопад. Листопад. Часто идет дождь. Часто идет Солнце не дождь. греет. Солнце светит, но не греет. Светит, но не- День короче. День становится короче. Короче, совершенно верно. Ребята, а почему осень называют художницей? Потому что она красит листья разными цветами. Зеленый, красный, желтый, красный. Оранжевой. Поэтому ее и называют Художник. художницей. Конечно, верно. Осень – удивительное время года. Сначала она пышная, золотая, нарядная, красивая, а потом грустная, дождливая и холодная. Много тайн и загадок хранит она в себе. И я предлагаю вам сегодня открыть своими знаниями тайны осеннего леса. Вы согласны? Да. Вот. Итак, первое задание. Сейчас вам нужно будет подойти, да, вам нужно будет обвести животных, назвать их и сказать, какие из этих животных готовятся к зиме, меняют свои летние шубки на зимние. Все, идем, проходим вот к тому подоконнику, вот сюда проходим, там по 6 человек. Ребята, вы туда проходите, не надо все сюда, вы туда проходите. Ага. Быстренько это задание выполняем. Победила там 3 места. Хватило? Давайте посмотрим, чтобы все хватило. Держи. Фломастера нет. Быстренько, фломастер. Кто закончил, подходим сюда. Все, ребята, кто закончил, быстренько ко мне. Кружок становится. Кружок. Так, быстренько все убираем. Кто закончил, фломастеры на место. Все, встаем. Двигаемся сюда ко мне. Вставайте, с этой стороны вставайте. Ариша, с этой стороны проходите. Все, давайте Богдан, кто еще там у нас? Листочек нужно обязательно свой. Все. Юлечка, давай быстрее, мы тебя ждем. Так, все закончили. Так, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Какие животные у нас меняют свои летние шубки на зимние? Кто у вас получился? Анеля, кто у тебя? Зайчик. Зайчик. Ульяна, у тебя кто? Белка. Белочка. Полина, у тебя кто? Белочка. Ариша, у тебя кто? Белочка. Белочка. Данил, у тебя кто? Зайчик. Зайчик. Ребята, других животных нету у нас? Или еще у кого-то других? Нет, у всех получились зайцы и белки? Да. Да. А теперь давайте скажем, какую шубку на какую меняет Белочка? Ну-ка, кто мне скажет? Белка. Нет, давай, Ромочка, вот он первый руку. Лыжу на
Серо-голубую. Серо-голубую. Рыжую на серо-голубую. Хорошо. А зайчиками? У меня чубку на белую, Так, подумай. а серую на белую. Серую на белую. Правильно, молодцы. Хорошо. Ну, а теперь, у кого в рисунке получилась белочка, пройдут и оденут эмблемы с белочкой. Подождите еще, подождите. У кого в рисунке получился заяц, пройдут и оденут эмблемы с зайчиком. Все, листочки оставьте на подоконнике быстренько. Сюда проходим. Листочки оставляем с эмблемками. Кто делал эмблемки, быстренько ко мне подошли. Все свои эмблемки надели, да? По рисуночку. Все, хорошо. Так. У тебя кто? Значит, белочка. Все, поменяйся быстренько, Настя, белочку и принеси. Так, а кто не одел у нас? А вот Ратмиру и не хватило. У тебя кто был в рисунке? Вот, правильно, немножко поменялось. Все, ребята. Так, ну а теперь нам нужно разделиться на две команды. Итак, у нас определились участники нашего состязания. Команда Зайчат и команда Бельчат. Быстренько давайте поделимся на две команды. Команда Зайчат вот сюда, с этой стороны встанет, а команда Бельчат с этой стороны быстренько встанет. Команда Зайчат и команда Бельчат быстренько вот так друг напротив друга встали. Все, повернулись. Да. Так, давайте. Вот сюда немножко, повернулись сюда. Все, хорошо. Дуся, немножко подвинься туда. Все. Ариша, ко мне повернулся. Все. Так, команда Зайчата, команда Зайчат и команда Бельчат. Давайте поприветствуем участников нашего состязания. Итак, правила нашего состязания. За каждый правильный ответ и правильно выполненное задание команда получает по 1 очку. В конце нашего состязания по количеству набранных очков мы определим команду победителя. Итак, внимание, будьте внимательны, отвечайте на вопросы правильно и быстро. Первый конкурс – интеллектуальная разминка. Загадка команде Зайчат. Слушаем внимательно. Сидит зеленее, летит пожелтее, пойдет почернее. Листик. Вам загадка. Много вяз, в траве увяз. Дождь. Хорошо. У какого зверя осенью еще родятся детеныши? У зайчихи. У зайчихи. Какие тайны открывает нам листопад? Гнезда. Листья опадают, и гнезда птиц становятся видны. Совершенно верно. Итак, быстро и отлично команды справились в первом конкурсе, и обе команды за этот конкурс получают по 1 очку. Переходим ко второму конкурсу. Попрошу команды пройти со мной. Давайте встанем. Команда, вот как сейчас вы идете, вот с этой стороны, а команда Зайчат с этой стороны. Все. Да. Все будет видно. Все. Итак, тишина. Немножко среди хмурых туч на осеннем небе появилось солнце. Оно разбудило всех в лесу. Повеселела и лесная полянка. И открыла нам осень первые странички своей книги, покрытые множеством таинственных знаков. Давайте посмотрим, кто же побывал на лесной полянке и что делал. Итак, первую страничку у нас раскладывает команда Зайчат. Так, первая страничка. Команда Бельчат внимательно слушают. Если они знают ответ, все равно молчат. Да. Если команда Зайчат у нас вдруг не справится, тогда команда поможет сопернику.
червячков и жучков. Кто еще хочет что-то добавить? Да, вы молчите. Кто еще что-то добавит? Правильно? Да. Правильно. Я согласна с вашим ответом. Конечно же, это птичка Кулик. Вот она, птичка Кулик, здесь бродила, ходила, красивая. Да. Молодцы. Следующая страничка у нас для команды Бельчат. Не надо, подождите. Две осины в лесу обглоданы. Кем? Кто тут был? Да по-разному, посмотрите. Оля. Верхнюю осину скрыс олень. Обглодал. Обглодал олень. Так. А нижнюю обглодал заяц. Так. Рома хочет что-то добавить. Угу. Вверху обглодал лось, а снизу заяц. Вот так вот. С этим ответом я согласна. Это был не олень, это был лось. Конечно же, это был лось. Ульяна немножко ошиблась здесь. Это был лось. Конечно же. А почему лось обглодал осину сверху? Потому что он высокий. Потому что высокий. А Заяц заяц? А заяц маленький. невысокого, да, он маленький, небольшого роста, поэтому он обглодал осину Снизу. снизу. Ну что, я согласна с вашими ответами. Команда Бельчат и команда Зайчат справились и в этом конкурсе. Правильно. Получают команды по одному очку, стоим на месте. Я добавляю вам еще по одному очку. Я помню. Все. Команды, переходим к следующему конкурсу. Сейчас попрошу пройти к столу. Давайте определимся. Команда Бельчат становится у этого стола, а команда Зайчат вот здесь вот, у этого стола. Все, ничего не трогаем, ничего не трогаем. Команда Бельчат, команда Зайчат. Все, быстренько встали. Все. Угу. Олег, сюда пройди. Илья, там. Пройди сюда. Все, всем хватает места. Все. Настя, поворачивайся сюда. А ты, зайчик, быстренько запуталась. Кто тут у нас не на своем месте? Ульяна не на своем месте. Ариша, подвесь. Все. Давай. Команда Зайчат здесь у нас. У осени забот немало. Любит она во всем порядок. Поэтому хочет проверить вас, хорошо ли вы знаете птиц и животных осеннего леса. Итак, задание. Команда Бельчат у нас сейчас должны будут собрать силуэты животных, назвать их и сказать, какие животные готовятся осенью к зимней спячке. Так. Команда Зайчат, вам задание собрать силуэты птиц, назвать их и сказать, какие птицы лишние в осеннем лесу. Все, работаем. Все, заканчиваем. Все, я смотрю, уже команда Бельчат у нас. Все подумали быстренько, Да. что сейчас будете отвечать? Каждый будет отвечать? Так, команда Зайчат у нас тоже все. Готовы к ответам? Да. Готовы? Да. Ну давайте, начнем с команды Бельчат. Итак, команда Зайчат внимательно слушает. Итак, Рома, начинай первый. У меня был суп, он готовится к спячке. Совершенно верно. Ариша, быстренько. Это лиса, не готовится. Не готовится. Это медведь, он готовится к спячке. Готовится к спячке. Это волк, он готовится. А подумай. Не готовится. Не готовится. Волк, он не готовится, он зимой бегает. И зайцев сидит. Все, конечно, добычу. Так, Люся. У меня ежик, он готовится к спячке. Готовится к спячке. Полина. У меня заяц, он не Не готовится. готовится к спячке. Ну что,
Я согласна с вашими ответами. Давайте теперь послушаем команду «Зайчат». Так, кто у нас тут первый отвечать будет? Анель, давай. У меня свистит. Она не готовится. Она лишняя в осеннем лесу или нет? У Лишняя. вас было задание сказать, какая птица лишняя. Она лишняя. Она прилетает на город зимовать. Она не лишняя. Она, вот ты правильно сказала, она прилетает в осенний лес Зимовать. зимовать. Она зимует в осеннем лесу. Это птичка зимняя. Она из осеннего леса не улетает, она наоборот туда прилетает. Правильно. Данил. Это дятел. Он круглый год живет в лесу. Он лишний? Нет. Ну, так говорите, что он не лишний. Конечно, он не лишний. Так, да, Олег. Мгм. Кто у тебя? Что за птичка? Подсказываем. Команду. Соловей. Да, соловей тебе помогает. Так, ну и что? Соловей у нас лишний в осеннем лесу? Лишний. Почему? Быстро говори, не жди моих вопросов. Рома, Он летает. Он улетает. ну-ка громче скажи. Улетает. Он улетает. Из осеннего леса. Конечно же, перелетная птица. Соловей, он уже давно улетел у нас. Так, Настя. Это скворечник. Ну, стоп. Скворечник. Скворец. Скворец, правильно, это скворец. Скворец у нас. Что Скворец. в осеннем лесу? Он летает. Зимовать. Ну-ка, Он- Исмина, скажи, помоги. Он лишний, он улетает, скворец, это же перелетная птичка. Он никогда не остается зимовать. Конечно же. Ясмина. Это ласточка, она улетает из леса. Она Она лишняя. лишняя. Так, Ратмир. Это синичка. Синичка. Она летает, она не лишняя. Не лишняя. Синичка не лишняя в осеннем лесу. Она наоборот туда прилетает. Ну все, хорошо. Ну что, хочу сказать, что, конечно же, были затруднения в обеих командах, да? Вот. Ну, команды справились. Тот, кто не мог ответить, помогали друзья с ответом. Это хорошо, что команды так работали, помогали своим участникам, да. Поэтому за этот конкурс я ставлю обеим командам по одному очку. Вы согласны? Да. Ну ладно, хорошо. Так, по одному очку. Хорошо. Так, все. Ну а теперь давайте мы немножко отдохнем. Пройдемте все сюда. Пройдите сюда, давайте мы. Так, вставайте в круг, быстренько вставайте. Ребят, давайте раздвинемся в круг, вставайте. Большой-большой-большой кружок, насколько это у нас получится сейчас сделать кружок. Ну, и все. Давайте, не надо за руки браться, все. Давайте. Вместе по лесу идем, не спешим, не отстаем. На полях дух могучий, задевает кроной кучи. Рядом с ним стоит сосна, к небу тянется она. Скачет шустрая синица, ей на месте не сидится. Завертелась, как волчок, вот присела на минутку, почесала клювом грудку, вправо глазками, влево посмотрела, из дорожки улетела. Прыгали. Хорошо. И четвертый конкурс пройдет у нас сейчас в художественной мастерской осеннего леса у художницы Осень. И я приглашаю вас пройти и занять свои места. Ничего не трогаем, все сели.
Нравится осени лес украшать, картины художникам помогать писать. И вот такие вот картины она нам выставила в своей художественной мастерской. Давайте их посмотрим. Что же это у нас за картины такие? Посмотрите на иллюстрации картин и скажите мне, что нарисовано на них? Изображение животных. Нет, поднимаю руку и полный ответ. Ром. Изображение природной среды. Так, изображение природной среды. Хорошо. А что такое у нас изображение природной среды? Назовите мне одним словом. Как это называется? Пейзаж. Это пейзаж. Совершенно верно. Ребята, а какая природная среда на всех наших пейзажах? Настя? Лес. Лес. Назовите все пейзажи одним словом по времени года. Нет. Осенние. Осенние. Осенние пейзажи у нас. Совершенно верно, ребята. Я предлагаю вам сегодня стать художниками-пейзажистами и сделать подарок для осени. Нарисовать ей пейзаж песком. Вот такой, как сделала его я. Вот такой вот осенний пейзаж. Нарисовала его песком. Вам нравится? Да. Я хочу, чтобы вы тоже сделали такие пейзажи и оставили их в подарок нашей осени. Постараемся? Да. Постараемся. Ну а как мы будем рисовать песком? Давайте, нам нужно повторить этапы рисования этой работы. Внимание сюда. Ребята, внимание сюда. Итак, что мы сначала делаем? Мы берем, смотрим внимательно сюда. Мы берем клей, набираем клей и наносим клей на элемент пейзажа. Элемент пейзажа — это у нас дерево. Хорошо промазываем крону. Хорошо промазываем крону. Можно сразу ствол промазать. Затем мы оставляем кисточку и аккуратно пальчиками берем и засыпаем намазанную, промазанную клеем часть дерева. Можно песочек смешивать. Если это у нас осеннее дерево, значит мы можем смешать желтый песочек с оранжевым, чтобы было красиво. Затем лишний песок мы аккуратно ссыпаем под носик. Все. И приступаем к нанесению клея на следующий элемент пейзажа. Да, подождите, еще ничего не начинаем. Для этого, если вдруг вы забудете, у меня есть схема, как выполнять рисование песком. Мы ее с вами уже рассматривали. У каждого из вас на столе стоит перед каждым схема рисования песком. Она вам будет подсказочкой для этой работы. Так, ну и давайте вспомним правила пользования песком. Стараться работать песком аккуратно, не рассыпать песок на рабочее место и не рассыпать песок на пол. По окончанию работы с песком руки вытереть салфеткой. А сейчас давайте разогреем наши пальчики и сделаем гимнастику. Все, приготовили? Приготовили пальчики? Все, работаем. Повторяем за мной. Раз, два, три.
этот в травке валялся, этот умницей был, хорошо